Профилактическое обследование представляет из себя бесплатные медосмотры, анализы и ряд дополнительных методов обследования для оценки состояния здоровья человека. Кроме того, в медучреждениях с 2021 года предоставляют углубленное обследование для людей, переболевших ковидом. Тут идет как бы общее все, как бы смотрим, да, мы в первую очередь это профилактика, преждевременное распознавание хронических неинфекционных заболеваний, онкозаболеваний, выявление факторов риска, да, то при углубленной диспансеризации мы в первую очередь обращаем внимание на то, что поражает именно ковид, да, это у нас сердечно-сосудистые патологии, патологии органов дыхания. Диспансеризация населения проходит в два этапа. Если во время первого этапа у человека находят какую-либо патологию, то в зависимости от ее тяжести направляют либо на второй этап исследования, либо на диспансерный учет или учет у участкового врача, либо напрямую к специалистам. Если мы находим впервые какие-нибудь серьезные заболевания, онкозаболевания, сахарный диабет или какие-нибудь такие высокий уровень холестерина, мы сразу трехдневный срок мы направляем или записываем к специалистам. В этом году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 88, 91, 97, а также 2000, 2003 и 2006 годах. Все остальные могут пройти профилактический осмотр, который граждане, не подходящие по возрасту, могут проходить каждый год. Хожу на диспансеризацию, чтобы следить за своим здоровьем каждый год. Она очень важна, так как можно заранее выявить какие-либо заболевания и на раннем этапе их выявить, диагностировать и вылечить. Диспансеризация и полное медицинское обследование проводятся по всей республике, в любом медицинском учреждении. Данная профилактика будет длиться на протяжении всего года. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск.